Хочу чуть-чуть на 2 года, значит, отмотать наш пройденный путь и вспомнить первое интервью Аслана Бжани, уже в ранге президента. Кстати, Ирина Шотовна брала у него интервью. И первый же вопрос, это можно, значит, проверить, мои слова. Первый вопрос, значит, как раз-таки был задан о энергетике, о состоянии дел в энергетике в Абхазии. Аслан Георгиевич очень долго рассказывал о том, как его вот первые шаги по энергетике, как он, значит, позвал российскую сторону, если я могу ошибаться, но если я не ошибаюсь, это Россети, как Россети приехали, значит, в Абхазию за свой счет. Значит, провели, значит, анализ, провели мониторинг всех, значит, наших дел именно касаемо энергетики. Что это стоило бы, если так заказать эту работу, около 50 миллионов, но они на себя взяли, значит, за свой счет это сделали. И я хотел бы теперь, чтобы вы внимательно слушали числа и месяца, о котором он говорит. Значит, это было, по его словам, в конце августа, а если быть точнее, это 25 августа 2020 года, если так сказать, вы не ищите, это в интервью было, 25 августа 2020 года, что ему на стол легла бумага, не бумага, а значит, документ, в котором говорится, что абхазская энергетика находится в ужасающей ситуации, и что для поддержания, во всяком случае, на том уровне, на котором на тот момент была проверка, чтобы не ухудшилось, надо влить 4 миллиарда рублей. Очень интересно, такой был, значит, объемный такой интервью он дал. И потом для меня, конечно, непонятно, каким образом, это было, еще раз говорю, 25 августа, каким образом 21 сентября рождается постановление Кабинета министров о разрешении майнинга криптовалюты. Более того, я, например, как председатель Айтгора, в это время, буквально в это время, может, чуть там позже было, сейчас не могу сейчас сказать точно когда, позвали представителей Черноморэнерго на нашу площадку. И на наш прямой вопрос, на тот момент, когда Кабинет министров разрешал этот вид деятельности, какие у нас возможности были по электроэнергии, он сказал такую прямо вот фразу, что на тот момент в Абхазии уже было 5-3% минус, уже был, значит, дефицит электроэнергии. Я еще раз, конечно, сразу следом вопрос последовал, а как тогда, вас не спрашивали, когда разрешали этот вид деятельности? Он сказал, нас никто не спросил. Теперь, почему я это все говорю? Сегодня, естественно, то, что Кристина Константиновна, как министр экономики, была у нас, значит, в парламенте и говорила о состоянии дел в энергетике, говорила, что надо 900 миллионов изыскать. Это называется так, что нам не дают никакого, значит, другого шанса, как или остаться без света, или страна должна остаться без денег. Или же в худшем сценарии мы останемся без света и без денег. Более того, почему я вспомнил вот вчерашнее заседание или позавчерашнее заседание, значит, в нашем комитете? Я еще раз говорю, я не против этих мер, да, это вынужденные меры. Но я хочу обратиться к господам нашим, которые сегодня во власти. Мы не перестаем наказывать, значит, последнего, да, потребителя, крайнего потребителя, это наш народ. Мы опять у них ищем, что они во всем виноваты. А те, кто люди, эти значит, постановления нам придумали, президент, который знал 25 августа, что у него проблема со светом, и позволяет выйти 21 сентября постановление Кабинета министров. Я здесь сейчас не только виню Кабинет министров, я виню, естественно, непосредственно и президента, потому что все, что происходит, все постановления Кабинета министров,
Прежде чем принять, они идут процедуру через администрацию президента. Они все визируют там. Неужели не оказалось людей, или неужели президент упустил этот момент, что у него проблема, и эту проблему мы уже озвучили, и зная эту проблему, он дает добро на постановление, на выход такого постановления. Я это вижу как прямую диверсию. Тогда, извините меня, мы что, только народ в этом виним? Мы только народ ищем, что они в этом только виноваты? Извините меня, мы должны разделить ответственность, что касается народа, что касается тех чиновников, кто нам создал эту ситуацию. В ином случае некоторые чиновники говорят, ну вы знаете, говорит, мы уже были, говорит, а что нам пришлось делать? Это что значит? То, что нельзя было остановить, решили узаконить, что ли? Я считаю, что такая постановка вопроса вообще неприемлема, тем более для меня, как депутата парламента. И потому мои действия, по которым я не голосовал, это, значит, мой ответ, значит, правительству и администрации президента. Пока каждый, который имеет ответственность, несет ответственность за те или иные решения, не понесут наказание, или же как минимум, значит, Ирина Шотовна, я помню, на своем выступлении в одном, значит, на одних митингах говорила, что Рауль Хаджиба не может выйти к народу и сказать, что он ошибся. В данном случае тот же вопрос я хочу задать. Слушайте, какой абхаз не прощает даже своего врага? Почему не может правительство, президент выйти и сказать, что мы, да, совершили эту ошибку, мы готовы признать его? Может, мы на самом деле и простим, и поймем, как в этом, знаете, как в этом телесериале, там, простить, понять и простить. Слушайте, это что такое? Почему конечного потребителя мы постоянно хотим наказать? А при всем при этом свою меру ответственности ни в чем не чувствуем. Это так дольше не может продолжаться. Мы должны поставить всем этим действиям определенное, значит, каждому действию надо оценку дать. И каждому, значит, постановлению, каждому поведению чиновника надо оценку дать, и каждый должен уже нести меру ответственности.